Имя выдающегося абхазского и российского писателя, классика современной литературы Фазиля Искандера известно каждому, не только в Абхазии, но и за рубежом. За неповторимую оригинальность сюжетов его сравнивали с лучшими зарубежными писателями, такими как Габриэло Гарсия Маркес, Мигель де Сервантес, Франсуа Рабле. А на своей родине Фазиль Искандер стал одним из главных символов абхазской культуры, человеком, прославившим самобытность страны. Его произведения переведены на 20 языков мира. Много народных писателей. Фазиль Абдулович был всенародный. И это правильно. И тема сегодня очень актуальная. Она говорит о том, как связывались в произведениях Фазиля Абдуловича культура российская и абхазская. Заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы АГУ Нателла Бахи отметила, что творчество Фазиля Искандера прочно связано с его родиной, Абхазией, яркими красками южного неба, моря и гор и, конечно же, воспоминаниями детства. Сам классик называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию. Писатель себя считает певцом Абхазии прежде всего потому, что жизнь ее народа – главная тема его изображения, главная тема его творчества. Это то место, как говорил писатель, где все начала и концы сходятся. На научной конференции присутствовал и близкий друг Фазиля Искандера Руслан Джопо. Они дружили больше 30 лет. Как-то так получилось, что наши жизни шли очень параллельно. И это был не только большой писатель, но и большой человек. К сожалению, в литературе такое бывает редко. В свое время я очень много приставал к Фазилю с вопросами, почему все же ты писать стал на русском языке, а не на абхазском. Ну, как-то он говорил, что мой русский язык сформировался через русскую и литературу, и, конечно, он им владел гораздо богаче, да, в техническом смысле. И поэтому, говорит, стал писать на русском, хотя какие-то маленькие пробы были, говорит, но я понял, что это не идет. После того, как участники научной конференции поделились воспоминаниями о писателе и о его творчестве, все направились на филологический факультет. Здесь состоялось открытие аудитории Фазиля Искандера. В кабинете можно увидеть десятки цитат из известных произведений писателя, а на стене изображена карта его любимого города Сухума. Возможно, эта карта в будущем станет литературным маршрутом, связанным с творчеством и любимыми местами великого писателя. Вино отравлено. А Моцарт медлил, ждал, но не пронзила горькая услада раскаяния рыдающих орал. Тогда тем более выпить надо. Все кончено, неотвратим финал. Теперь спешил он скорбный час приблизить. Чуть запрокинувшись, он осушил бокал, чтобы собрата взглядом не унизить. Гугу Савардания, Томас Чиковани, Инала Гухава, Абхазское телевидение.